Металлом я занимался уже с детства. Ходил на кружок. Был у нас дом пионеров в советские наши времена. И там был кружок умелой ручки. И мы туда ходили, и нас там учили работать с металлом. Именно там я и начал с металлом работать. Мы там строили модели, всякие самолетов, поездов, лодок. Оттуда все и пошло. А вообще конкретно ковкой я занимаюсь с 2011 года. Официально как ИПшник с 2014. Вот. Все время этим занимаюсь. Когда начинаешь, да, первые 3-4 года я очень много участвовал в выставках, всяких конкурсах и работал много именно над имиджем и продвижением себя в средствах массовой информации, как мастер. А потом уже вот больше заказы сейчас делаю. Да. Мастерская рядом с домом уживается очень хорошо, потому что я убрал пневматический молот и поменял его на гидравлический пресс. Он работает тихо, а давит также 40 тонн. Вот, поэтому тут проблем в этом плане нет. Другое, что дело здесь тесно. И потом, если говорить о развитии, то, конечно, нужна промзона для мастерской. Вот сейчас я мастерскую строю тихонечко, сколько денег лишних появляется свободных, пытаюсь подняться и там буду уже работать. Надеюсь в этом году переехать. И кузнечный фестиваль в следующем году, уже к столетию Республики Коми, у нас уже, я думаю, откроем мастерскую там, и мы какие-то мероприятия проведем уже первые. Для того, чтобы кого-то взять себе в мастерскую на помощь, хотя бы как помощника, нужно место. Вот сейчас я кузницу дострою, там будет у меня место, будет промзона, и я думаю, что мы подумаем напарника какого-нибудь заиметь. Вот сейчас, когда мастерскую я дострою, все-таки откроемся уже официально, будем все там красиво, удобно, безопасно. И мы планируем организовывать туры. Есть люди, которые организуют туры по району нашему туристические. И уже будет группы завозить ко мне в мастерскую, будем проводить мастер-классы, может быть там чаепитие, не знаю, как-то совместные мероприятия, платные, коммерческие. Но первое время, конечно, будет много и таких мероприятий, общественно полезных, так скажем. Может, с детьми. Вот еще. Ну, посмотрим. Над форматом мы сейчас думаем, но мастерская уже строится, и как запустится, будем работать с туристами, с региональными. Семья только рада, что-то зарабатываю, не сижу без дела, в доме все кругом сделано, все красивое, кованое, цветочницы, кухонный гарнитур, камин, все дома красивое, кованое для себя. Ну, сейчас очень хорошо на период пандемии себя показало продвижение по социальным сетям, в частности ВКонтакте хорошо. В основном заказы принимают через контакт. Там у меня очень много фотографий, показываю свои изделия, там напрямую общаюсь с заказчиком без прямого контакта, обсуждаем детали и все делаем. И самое главное, что по ходу изготовления заказа я каждый шаг фотографии делаю, маленький фотоотчетик. Если заказчику что-то не нравится или вдруг поменялось настроение, там, желание, то мы быстренько сразу оперативно все делаем. В основном, конечно, это с новостроек. Это крыльца, перила, козырьки. Вот это самый ходовой основной. Но в этом бизнесе это такой самый ходовой товар у всех. Сувениры я делаю. Вот в визит-центре у меня лавочка. В Финно-Угорском этнопарке, когда там фестивали проходят, приезжаем, там с лавочкой продаем. В основном так. И по интернету бывает заказывать, что вот на день рождения какой-нибудь маленький подарочек, на юбилей подарить, там что-то. Тоже делаем все. Ну, те, которые художку делают, наверное, немного. Я не готов сказать, что кто-то еще есть. А сварку и вообще изделия такие обиходные делают многие есть. Знаю человека 4, которые этим занимаются еще. Но мы друг другом сильно не конкурируем. Я в основном беру художку, беру такие творческие заказы. Сейчас вот муниципальные заказы беру на въездные группы, на организацию там каких-то общественных мест, пространств, арт-объекты строю. Сейчас вот так. В основном я не продаю железо, я продаю свою фантазию. Так, если правильно сказать. Я потом пойду баллон. Всегда самый волнительный момент, который много лет делаю.
Что, тягу надо сделать, да? Ручку сразу надо. Вилочку. В принципе, ее легко, быстро можно сделать на прессе. Но вручную, наверное, натуральную, да? Можно? Сейчас пойдет. Вот мы сейчас формируем стебелек листика и само тело. Надеюсь, переехать. Вот мы бутончик сформировали, который получится цветок. Сколько листов? Вторую ручкой для чертки, сейчас сформируем саму рукоятку. Нанесем на нее текстуру дерева. Текстура дерева получилась. Греем. Сейчас я расформирую ручку. Правда? Так, я где-то здесь ракун поставлю.
красивенькую ручку сформируем. Он уже начал, отступать уже нельзя. Так, теперь я буду здесь работать на дисках. Корешкой сформировать надо. Какая рука. Сейчас она какую-нибудь красотулечку сделаем и все. На ходу придуманная кочерга. Желаю Центру народного творчества чаще выезжать по мастерам, показывать нас всех во всей красе, по всей республике, чтобы все нас знали, приходили к нам, помогали нам развиваться, заказывали наши заказы, наши изделия.